Встреча команды с Рустамом Миннихановым начинается с подарков. Александр Радулов передает ему толстовку с эмблемой клуба. Сегодня все разговоры только о плей-офф. Рустам Минниханов напоминает: Ак-Барс – символ республики, а в матчах на вылет у команды есть все шансы. Мы гордимся нашей командой. Я всегда говорил, впереди вы наши. Иногда неудачи, вы все равно наши. Как бы ни было, мы вместе с вами. Все вместе с вами будем радоваться нашим победам. Вместе с вами будем, переживать. Бороться за Кубок Гагарина Ак-Барс будет без Даниса Зарипова. По ходу сезона легенда команды принял решение завершить карьеру. Последний матч 41-летний нападающий провел в домашней встрече против Металлурга. Сегодня Рустам Минниханов присвоил ему звание «Заслуженный работник физической культуры республики». В КХЛ Зарипов провел больше 800 матчей. За исключением 4 сезонов в «Металлурге» нападающий всю карьеру провел за Ак-Барс. С казанцами Данис стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. И даже после завершения карьеры обещает, что останется рядом с командой. Впереди непростой путь. Мы все прекрасно понимаем, это самый основной и самый тяжелый этап чемпионата. Я буду рядом, буду всеми возможными способами направлять, подсказывать, помогать. От своей зоны Юдин отдал передачу Кагарлицкий, шайба в воротах. Сейчас для команд все начинается с нуля. Напомним, казанцы досрочно гарантировали себе первое место в Восточной конференции, во что слабо верилось по ходу сезона. Под руководством Олега Знарка, который возглавил команду перед началом КХЛ, она выдала худший старт в истории. Выводить из кризиса казанцев доверили хорошо знакомому Зинату Лебель-Лединову. Именно при нем Ак-Барс завоевал все свои Кубки Гагарина. Красивый момент от Толчинского и не менее эффектная игра Тимура Белялова. За короткий срок под руководством Бель-Лединова команда набрала форму, а лидеры заиграли в полную силу. На ведущую роль вышел Александр Радулов, набравший 57 очков в 62 матчах. Это штрафной бросок. Александр Радулов ставит точку в этой игре, и Ак-Барс одерживает победу. Тренеру удалось наладить атмосферу в раздевалке и сплотить коллектив. 68 игр отработали, отпахали. Так что сейчас начинается самое серьезное. Давайте друг за друга единым кулаком пойдем вперед за кубком. Молодчики, мужики. Раз, два, три. Как итог, впечатляющий рывок Ак-Барса с 7-го места до вершины таблицы Восточной конференции. В концовке команда показала, что и состав сильнейший, и тренерский штаб сильнейший, и что с атакующим потенциалом все в порядке, и в обороне тоже порядок. И во всех линиях у нас есть точно и глубина, и есть мастерство. Самое главное то, что вы нас на самом деле поддерживаете тогда, когда к нам плохо, тогда, когда хорошо. Вы не выбираете там. Для нас это приятно, мы это чувствуем и благодарим за это. Как говорят в команде, сейчас главное – поддержка болельщиков. Наступают самые ответственные игры, права на ошибку, в которых нет. В первом раунде плей-офф нас ждет татарстанское дерби. Соперником Ак-Барса в борьбе за Кубок Гагарина будет Нижнекамский нефтехимик. Начнут серию подопечные Бель-Лединого дома. Первый матч уже 1 марта. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.